Крым произвел на меня такое сильное впечатление, что я ходил здесь как во сне. Красота природы не только поразила меня, но и подавила. Напишет он в письме писателю Комарову. Вскоре он переведен в Алуштинскую долину, затем в Куруузень. Почти целый день просидел над морем. Тихо, солнечно. Воздух такой прозрачный, что Демирджи кажется вот-вот за плечами. Море синее до черноты, только белой пеной бьет о берег. Такие дни бывают только в Крыму, и то осенью. Пишет Коцюбинский жене. И хотя у него очень много работы, но находится время и для наблюдений за непривычным для него бытом местных жителей, прежде всего крымских татар. Результатом этих наблюдений и размышлений стал его небольшой цикл, куда вошли новеллы «В сетях шайтана», «На камне», «В грешный мир», «Под минаретами». Меня более всего поразили в этих произведениях вовсе не сюжет, а богатство и образность украинского языка. Собственно, именно эти достоинства поставили Коцюбинского в ряд классиков украинской литературы. Ну, вслушайтесь в музыку его повествования. Над берегом висів солоний туман от дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Вже хвилі, а буруни вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями, од яких з луском одривалися довгі китиці піни і злітали догори. Буруни йшли невпинно, підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і заливали берег, викидаючи на нього дрібний сірий пісок. Скрізь було мокро, поналивано, в берегових ямках лишалась вода.